Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Вы смотрите программу «Итоги дня». В студии Влад Давыдов и Юлия Великодная. Смотрите сегодня в программе. Зона отдыха, спортплощадки или все вместе? Власти и жители Якутска будут решать, что строить в пустыре в центре города в районе Мусхая. Какой проведут конкурс, что предлагают там создать? Сделано в Якутии. Сегодня презентовали медали чемпионата по масс-рестлингу. Крупный турнир стартует уже через 10 дней. Сколько денег получит Якутия для второго этапа переселения из аварийного жилья? Глава республики Айсен Николаев принял участие в совещании в Москве по этому важному вопросу. Резкое похолодание в Нерюнгри, лекции для школьников по промышленности, антиалкогольные рейды. События и новости Нерюнгринского района в специальном обзоре. Свежие грибы круглый год. Житель Якутска у себя в гараже выращивает вешенки. В его планах обеспечить весь город этим продуктом. Как работает грибная ферма? Играют настоящие мужчины. Хоккеисты сборной Якутии начали активную подготовку к зимним детям Азии. Как проходят тренировки? $60 миллиардов получит Якутия на переселение жителей из аварийного жилья. В Москве прошло совещание в фонде содействия реформированию ЖКХ с участием главы республики Айсена Николаева. Речь шла о предстоящей новой программе переселения граждан из аварийного жилфонда. Она стартует в 2019 году и продлится до 2024 года. За 6 лет планируют ликвидировать более 900 тысяч квадратных метров жилья. Это те дома, которые вошли в реестр с января 2012 по январь 2017 года. Якутия будет расселять свыше 900 тысяч квадратных метров аварийного жилья на период до 2024 года. При этом мы получаем 60 с лишним миллиардов рублей из федерального бюджета. Это практически 14% всех средств, которые выделены по Российской Федерации на решением президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Уверен, что мы учтем все ошибки первого этапа, и второй этап у нас пройдет в установленном порядке. И самое главное, вот люди, которые сегодня, к сожалению, проживают в аварийных домах, смогут получить достойное, хорошее, комфортное жилье. Продолжается сбор предложений для разработки национальной программы развития Дальнего Востока. Якутяне могут направить свои идеи до 20 ноября. Пока идет разработка новой программы, предлагаем рассмотреть, как реализуется действующий стратегический документ развития Дальнего Востока и Байкальского региона, что сделано за последние 5 лет и как выглядит и Якутия на фоне других регионов. В 2013 году подъем Сибири и Дальнего Востока был объявлен национальным приоритетом на весь 21 век. Тогда же было анонсирование о создании территорий опережающего социально-экономического развития. Сегодня в регионах Дальнего Востока создано 18 ТАСЭР, 2 из них в Якутии. Это Кангаласы и Южная Якутия. Суммарный объем инвестиций в них должен составить 125 миллиардов рублей. По подсчетам экономистов, через 10 лет на один вложенный рубль придется 6 рублей налоговых доходов. Думаю, что и в дальнейшем работа наших ТОРов будет приносить не только налоговые поступления, но и в первую очередь, конечно же, достаточно большую занятость населения. Мы считаем, что до 2022 года в общей сложности на территориях опережающего социально-экономического развития будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест. Наряду с ТАСЭР запустили глобальный проект по выдаче дальневосточных гектаров, призванный обеспечить приток и закрепление нового населения на востоке страны. За 2 года выдано более 40 тысяч земельных участков. По количеству поданных заявок Якутия находится на 2-м месте. Нужно создавать возможности подведения дорог, сетей, энергоснабжения, водоснабжения, для того, чтобы эти участки были в действительности живые, носили ту ценность, чтобы люди строили на них, либо то, ради чего они их брали. И вот как раз в рамках единой субсидии, которую мы сегодня предоставляем региону, часть суммы главой региона принято решение направить на создание инфраструктуры. Одним из ключевых решений для экономики Дальнего Востока стало выравнивание энерготарифов. Эффект буквальный и выражается в рублях. В
В Якутии тарифы на электроэнергию снизились в 2 раза. Это позволило снизить нагрузку для всех категорий бизнеса. От крупных промышленных компаний до небольших продуктовых магазинов. Экономия оценивается в 4 миллиарда рублей для госбюджета и 10 миллиардов для бизнеса. Допустим, у меня 50 рублей булка, да, мы и не подняли, и не упустили. Но раньше по себестоимости работали, а сейчас хоть прибыль есть. И уже мы планируем обновить наши печи новые, купить сейчас к лету, построить новый цех. Это очень много значит для нас. Рассуждая в цифрах, достигнуто 3 из 5 ключевых показателей эффективности госпрограммы развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Это триллионы инвестиций, сотни проектов, тысячи новых рабочих мест. Сегодня Якутия бесспорно является лидером по многим ключевым макропоказателям. Отметим, что все инструменты развития в конечном счете были призваны остановить отток населения с Дальнего Востока. За последние 5 лет он сократился в 1,5 раза, но не прекратился. Миграция населения в Якутии тоже отрицательная, как и у большинства регионов. Однако в демографическом аспекте Якутия выглядит неким феноменом среди всех регионов Дальнего Востока. Республика единственная из года в год стабильно демонстрирует естественный прирост населения. По продолжительности жизни Якутия первой перешагнула 70-летний рубеж. Как известно, показатели демографии наиболее объективно отражают качество жизни населения. Марьяна Кутукова, Якутск. Переходим к другим новостям. 20 ноября стартует всероссийский конкурс по созданию эскиза парка будущих поколений. Многофункциональное общественное пространство планируют разместить на территории 79-го квартала Якутска. Это тот квадратный участок, окруженный улицами Петровского, Белинского, Аюнского, Каландрашвили. Он должен стать зоной отдыха для жителей нашей столицы. Горожане наверняка помнят, как этим летом данную территорию обследовали люди в химкостюмах, брали пробы земли. Каковы результаты этих исследований, что там будут создавать и строить, каким видят проект власти и населения, рассказывает Александр Зубехин. В октябре этого года получены результаты исследований научно-исследовательского и противочумного института Роспотребнадзора. Он проверил земельный участок в квартале 79, на территории которого планируется разместить парк. Сибирской язвы там нету. Жители города могут быть спокойны, так сказать. Мы в этом вопросе поставили точку. Для страховки там вот это место, где была лаборатория, они рекомендуют не проводить земляных работ, а просто сверху можно что-нибудь делать и все. Стройку парка можно начинать, однако для этого нужен эскизный проект. Не просто картинка, а изображение, которое имеет технико-экономическое обоснование. Задача не только получить интересные предложения от внешних экспертов, архитекторов именитых российских, но еще и сделать такую образовательную программу для наших архитекторов, для местных якутских архитекторов, которые, работая вместе с российскими коллегами, могли бы привнести именно свое авторское начало вот в эти проекты. Выявить лучшую работу и позволит конкурс. Он пройдет в 2 этапа. На первом с помощью сайта конкурса жюри рассмотрит портфолио известных архитектурных компаний. Свои работы, которые они делали, свой опыт работы, ну и вот конкретно проекты, которые были ими ранее разработаны. И жюри вот просто смотрит их все эти предложения и отбирает самых тех, которые они считают, вот они достойны быть в финале. Первый этап продлится до 10 декабря. По его итогам отберут 5 финалистов. Во втором этапе эти 5 проектных команд приедут в Якутск. В столице они ознакомятся с местом проектирования парка. Будут общаться с жителями города Якутска, жителями республики, как раз собирать предложения и работать здесь непосредственно по сбору материалов для разработки проекта. Вот, в итоге у них на второй этап останется чуть более месяца, и где-то уже во второй половине января мы получим итоговые проекты. Каждый горожанин видит благоустройство этой территории по-своему. Я думаю, что лучше библиотеку сделать. Как раз здесь рядом с тут городок, люди будут ходить, студенты. Чтобы было удобно с детьми гулять, потому что это спальный район. Площадка, где можно посидеть, спокойно почитать книжку, там, пообедать, я не знаю, провести время с друзьями. Было бы очень хорошо, если бы тут был скейт-парк, с мини-парком. Победитель конкурса получит возможность сопровождения и разработки проектно-сметной документации объекта и будет осуществлять авторский надзор. В планах во второй половине следующего года начать стройку объекта. Готовый парк увидит свет в 2020 году.
Александр Зубехин, Дилус Иннокентьев, Георгий Григорьев, Якутск. Житель Якутска несколько лет у себя в гараже выращивает грибы-вешенки. В его планах обеспечить весь город этим продуктом. Как работает первая грибная ферма в Якутске и что еще производят на ней, узнавала Саргалана Захарова. Тихая охота не в лесу, а на втором этаже обычного гаража. Альберт Ефремов – фермер с образованием физика и 4-летним опытом выращивания грибов. Сегодня он не просто садит и собирает урожай, сам обрабатывает семена и готовит удобрения для грибниц. Эта комната называется инкубационная. Здесь происходит начальный этап выращивания грибов. Здесь именно происходит колонизация субстрата и цели вешенки. На языке обывателя проращивание семян будущих грибов. Через 2 недели на мешках появятся первые зачатки вешенок. Потом вот эти блоки, они должны уже перейти в другую комнату плодоношения, где включается климатическая установка, то есть это влажность, вентиляция, и уже начинают расти грибы. В инкубационной дозревают 40 мешков. В следующей комнате в работе уже больше 20. Заходим в комнату плодоношения. Здесь происходит непосредственно уже выгонка плодовых тел грибов. Здесь уже почти все грибы собраны. В комнате прохладно, всего 16 градусов. Работают увлажнители воздуха. Все для того, чтобы грибы не высыхали и имели достаточно влаги для роста. Эти кули называются грибные блоки. И один такой грибной блок может весить до 10 килограммов и давать порядка 2-3 килограммов грибного урожая. Плодоносить будет блок примерно 2 месяца. А после этого отработавшую солому переработают в удобрение. Таким образом, производство на ферме почти безотходное. Получается из соломы экстракт «жидкая земля». По словам Альберта, она может оживить даже самый истощенный чернозем. Полностью воссоздано все, что происходит в почве настоящей. Здесь есть микроорганизмы и грибки, которые защищают растения, его корни и верхние части от бактериальных и грибковых заболеваний. Производство там же, в гараже, на первом этаже. Технику приготовления, аппараты и котлы предприниматель сделал своими руками. Что-то подсмотрел в интернете, что-то подсказали местные агрономы. В результате полноценный цех с возможностями производить недорогое, но качественное удобрение. Но до того, как фермер стал профессионалом в грибных делах, пришлось не раз столкнуться с трудностями. Мы не знали, где приобрести можно солому или сено. Вот, поэтому выращивали, косили камыш возле Сатала, вот здесь, на ближайшем озере, и на нем садили. Урожайность была низкая, было очень много брака. Со временем дело пошло на лад. И сейчас сразу несколько наименований продукции можно увидеть на прилавках магазинов. Вешенки местные, а значит более свежая и полезная альтернатива привозным грибам. В планах у предпринимателя расширить ассортимент и начать выращивать популярные у населения шиитаки. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Якутск. Сейчас короткая пауза, 1 минута рекламы. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Больше 1 000 000 рублей некоммерческие организации Мирнинского района получили президентский грант. Куда направят эти деньги? Сделано в Якутии. Сегодня презентовали медали чемпионата мира по масс-рестлингу. Крупный турнир стартует через 10 дней. Играют настоящие мужчины. Хоккей сборной Якутии начали активную подготовку к зимним детям Азии. Как проходят тренировки? Резкое похолодание в Нерюнгри, лекции для школьников по промышленности, антиалкогольные рейды, события и новости Нерюнгринского района в специальном обзоре. В эфире телеканала «Якутия-24. Итоги дня». Мы продолжаем. Денежные поступления ожидаются в сфере экологии республики. Объем субвенций на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений Якутии составит 873 миллиона рублей. Дополнительные средства будут направлены на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной, надзорной техники. Кроме того, увеличено финансирование на проведение мероприятий по лесовосстановлению. Об этом сообщили нашему телеканалу в пресс-службе Министерства экологии региона. 3 некоммерческие организации Мирнинского района получили президентский грант на общую сумму 1 210 000 рублей. Один из победителей, благотворительный фонд «Выбор», направит деньги на реабилитацию детей с ограниченными возможностями. Продолжит Марферина Алексеева.
Благотворительный фонд «Выбор» – одна из победивших в конкурсе организаций. Участвовала с проектом «Равные возможности», направленным на создание условий для реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями в самом городе Мирном. В сентябре этого года на базе детского сада номер 8 начались занятия. Для этого был организован специализированный кабинет. На данный момент это единственный в районе приспособленный детский сад для занятий с особенными детьми. К сожалению, в нашем городе очень мало специалистов, и специалисты не берутся за тяжелых деток. Вот, а деткам необходимо регулярные занятия. Поэтому специалисты приедут сюда, будет больше результат, так как будет меньше для ребенка стресса. Вот. И хотелось бы, чтобы также обучили родителей, как заниматься с детками. Благотворительный фонд «Выбор» начал свою работу в 2010 году. На какое-то время организация остановила свою деятельность. С 2016 фонд снова начал заниматься благотворительностью. С помощью организации за прошлый год была реализована помощь 5 семьям. Собраны средства на выезд и лечение в центральные города России, а также на приобретение дорогостоящего оборудования. Наша задача – обучить специалистов и родителей для того, чтобы они помогали. Да. Вот именно на это был направлен грант, чтобы социализировать, потом помочь социализировать, адаптировать семьи, у которых есть дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями. Если бы наша работа была не нужна, мы бы, наверное, этим не занимались. Я, если честно, тоже воспитываю ребенка-инвалида. У меня у самой старшая девочка инвалид. Когда такому вот человеку в отчаянии, со своими проблемами, есть куда обратиться, есть кто тебе поможет, я считаю, что это, в принципе, дорого стоит. На данный момент набранная группа родителей и будущих педагогов обучается по онлайн-программе, а в январе 2019 года за средства гранта запланирована встреча родителей с опытным специалистом из Барнаула. Марфирина Алексеева, Кирилл Шолохов, Мирный. Шьют кукол, создают роботов, танцуют, изучают английский и ставят спектакли. В Ленском центре дополнительного образования «Сергей» учебный год идет полным ходом. В «Сергей» и ДК «Юность» работает 22 кружка, в ближайшее время откроется еще 5. Сегодня у Центра дополнительного образования 1050 воспитанников. В этом году в «Сергей» и «Юности» администрация района провела ремонт, утеплила помещение. Планируют привести в порядок танцевальные залы. Сейчас «Сергей» участвует в республиканском конкурсном отборе на предоставление оборудования для детских технопарков и лабораторий. Резкое похолодание в Нерюнгре, лекции для школьников по промышленности, антиалкогольные рейды. События и новости Нерюнгринского района в специальном обзоре Екатерины Павловой. Добрый вечер. Сперва о погоде. В Нерюнгринском районе ухудшение погодных условий. Температура упала до минус 25 градусов. Местами сильный снег с порывами ветра 10-15 метров в секунду. Дорожные службы приведены в готовность, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта в условиях возможного образования зимней скользкости. На дорогах нужно быть предельно внимательными, иметь запасы горючего и цепи противоскольжения, соблюдать правила дорожного движения, особенно скорость и дистанцию. Сегодня наши коллеги побывали в поселке Чульман, где прошел мастер-класс по проектной деятельности «Промышленные кластеры». Лекционно-практические занятия проводились для школьников 10-11 классов. Введение в основу проектирования бизнес-планов, наглядные мастер-классы сегодня для эрудированных старшеклассников как пропускной билет на старт собственного дела. После активных обсуждений школьники просмотрели слайд-шоу на примере уже реализованных проектов. Был сделан особый акцент на развитии в регионах системы промышленных кластеров. На форсирование этого направления сконцентрированы значительные бюджетные ресурсы. Прибыли сюда с нашим классом и с нашим представителем Светланой Валерьевной. Узнала много интересного по поводу того, что мы оказываемся очень внизу от развивающих стран, но хотим это наверстать. Здесь очень много интересных и толковых идей, которые можно реализовать дальше. В Нерюнгринском районе сотрудниками органов внутренних дел проведены проверочные мероприятия по исполнению федерального и республиканского законодательства в сфере регулирования алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе мероприятий было проверено 10 торговых точек, в 7 из которых выявлены нарушения антиалкогольного законодательства. Из незаконного оборота изъято 50 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. К индивидуальным предпринимателям и продавцам будут приняты меры административного воздействия.
Так, например, в продовольственном магазине, расположенном по улице Южная Якутская, выявлен факт продажи алкогольной продукции в неустановленное законодательством время. Данная алкогольная продукция изъята. В отношении продавца составлен административный протокол по статье 14.2 КоАП РФ. Вот такие события произошли в жизни Нерюнгринского района сегодня. Оставайтесь с нами. До встречи. К событиям спортивным сборная республики продолжает подготовку к детям Азии. Первые международные зимние игры пройдут на Сахалине в феврале будущего года по 8 видам спорта. Это фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина и хоккей. Для участия в них на Сахалин прилетят спортсмены из 25 стран. На сегодняшний день свое участие в масштабном спортивном мероприятии подтвердили 1343 спортсмена из Японии, Китая, Республики Кореи, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Непала, Монголии и других иностранных государств. Также приедут команды из регионов России. По отдельным видам спорта уже ведут активную подготовку к ответственному старту. Например, это касается хоккеистов сборной Якутии. За их тренировками наблюдала Саргалана Федорова. Хоккеисты изо всех сил стараются зацепиться за место в сборной. В команду попадут 22 сильнейших игрока 2004-2005 годов рождения. Это хоккеисты из команд «Полярные волки» и «Энергия». Вратарь Константин Исаулов – юный игрок, подающий надежды. Тренер увидел в волевом и невозмутимом мальчике вратаря сразу же, как он пришел в хоккей. Игры «Дети Азии» станут самыми серьезными стартами за все время его занятий хоккеем. Я пошел с 5 лет на хоккей. На ловушку бросил, на блин. Побросал низом и все. Потом сам с игроками играл. Сегодня игровая вот. То есть, а завтра у нас вратарская с вратарями. Мы будем тренироваться в зале, там бегать, прыгать. Хоккеисты почти не покидают ледовую арену. Тренируются и утром, и вечером. Упор делают на все нюансы игры. На технику, владение клюшкой, шайбой, на катание, на тактику, физика. Идет работа с психологами. Дети раз в неделю встречаются с психологами. Занимаемся, готовимся. Для безопасности игрока и для качественной игры особое значение имеет хоккейная форма. Для игр «Дети Азии» хоккеисты заказали новую защитную экипировку. Игровая форма якутской сборной по хоккею будет выполнена в сине-белом цвете. С полной самоотдачей занимаются и хоккеисты из Нерюнгри. Тренируются 7 дней в неделю. Есть выходной у ребят, но они самостоятельно еще подготавливаются. Там все равно видно, уже более ответственно, все взрослые ребята, все понимают. Настрой боевой, готовы только к победам. После того, как мы узнали, что мы едем на Дети Азии, у нас больше появилось командного духа, сплочения и больше энергии на тренировках. Участие в Детях Азии – это большая ответственность. Мы хотим, конечно, занять призовое место. Команды также готовятся к ежегодным турнирам и участию во втором туре первенства России по хоккею. Серьезные сборы к играм «Дети Азии» пройдут в январе следующего года, где сформируют окончательный состав сборной. А пока все ребята упорно тренируются на ледовой арене, не жалея сил и времени. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Еще один крупный турнир – чемпионат мира по масс-рестлингу стартует уже через 10 дней. Сегодня презентовали медали этого чемпионата. Первыми их увидели министр спорта региона, тренеры и представители сборной России. Сколько весят медали, кто и как долго трудились над их созданием, расскажет Анастасия Кобызева. Медали для победителей 3-го чемпионата мира по масс-рестлингу изготовила ювелирная компания. Сделано в Якутии. Эти медали могут уехать в любой из 5 континентов мира. Снежинка, острог, алмазы и мамонт на медали будут напоминать спортсменам не только об упорной борьбе, но и о визите в холодный и такой гостеприимный край. Эскизы медалей вот уже 3-й чемпионат мира по масс-рестлингу создает Диана Баишева. Мы хотели сделать уникальным, потому что это масс-рестлинг, и он должен состоять из традиционных элементов, что-то из современных элементов, символом спорта, дружбы. Варианты были в течение года нарисованы, а тот удачный вариант сделан за 10 минут, по-моему.
2014 год. Первый чемпионат мира по масс-рестлингу. Тогда же и появились первые медали. В этом году концепцию не изменили, а образец медали запатентовали. Мы очень горды и не боимся, что нас могут копировать. Это полностью защищено, запатентировано, поэтому все здорово. Именно здесь делают медали для призеров третьего чемпионата мира по масс-рестлингу. Всего медалей будет 80, и делает их один человек. Эти медали изготовлены из латуни с использованием художественной эмали. Для чемпионов они красного цвета, для вторых призеров синего и для третьих зеленого. Ну, кроме того, еще есть медали для тренеров чемпионов. Параметры, если считать, высота 9 сантиметров, а по горизонтали, значит, это 6 сантиметров. Вес каждой медали для призеров 95 граммов, для тренеров чуть больше – 113. И если стоимость медали все-таки можно подсчитать, то труд, вложенный спортсменами для их завоевания, оценить невозможно. Анастасия Копозева, Джулстан Иннокентьев, Владимир Павлов, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и будьте всегда в курсе.